Одна из очень интересных работ художника – это работа Джоконда Хатун 2007 года. Открывая выставку в нашем музее, сам художник признавался, что он очень любит пошутить. И вот он решил обыграть образ этой известной всемирной красавицы Джоконды. И на этой работе мы видим влияние двух художников. Это Леонардо да Винчи самого. Как вы видите, руки, они написаны в стиле Леонардо да Винчи. И художника, известного французского художника итальянского происхождения Модильяни. И многие фигуры в работах Зарикто, они вытянуты так же, как и фигуры у Модильяни. Музей – это учреждение, которое собирает и хранит памятники в качестве историко-научных сведений, произведений искусства, культурных ценностей, а также выполняет научно-познавательные функции. А вместе с тем выполняет очень важную роль, исследуя духовные ценности с научной точки зрения, а также в пропаганде их результатов, и на этой основе он проводит большую воспитательную работу. В этой связи организовывать постоянные и временные выставки, выставлять произведения искусства на обозрение зрителям – основная задача музеев. Наша сегодняшняя программа посвящена временным выставкам. Экспозиции Государственного музея искусств имени Костеева расположены в 11 залах и 10 галереях. Его значительная часть состоит из постоянной экспозиции, а в ней нашли свое достойное отображение произведений искусств художественной культуры Казахстана, искусства советского периода, Западной Европы и искусства Востока. Богатая коллекция музея знакомит зрителей с произведениями современных мастеров и мастеров искусств прошлых эпох. Всего наш музей обладает более 25 тысячами экспонатов произведений искусства. Но мы можем выставлять, к сожалению, только 30% из этой коллекции. И большинство, около 70% наших уникальных произведений искусства находится в запасниках. В связи с этим мы регулярно проводим 7-6 ежемесячных временных выставок для того, чтобы знакомить наших уважаемых посетителей, гостей нашего города с теми художниками, с теми великолепными произведениями, которые находятся в наших запасниках. В настоящее время в нашем музее проходит 6 выставок на все вкусы любителей искусства. Здесь и открывающаяся в пятницу выставка Сакена Нарынова, великолепного архитектора и дизайнера, работающего в стиле хай-тек. Здесь и выставка современного казахского художника Армана Баймуратова. Здесь выставка классика казахской живописи и графики Исатая Исабаева, великолепная частная коллекция декоративно-прикладного искусства Казахстана Азата Акимбека, выставка посвящена тысячелетию Алматы, а также выставка известнейшего русского пейзажиста Ивана Шишкина, которую мы сейчас с вами имеем возможность посмотреть. Создание экспозиции музея осуществляется в результате совместных усилий художников и научных сотрудников, а также дизайнеров и инженеров. Основная идея экспозиции, ее истинное содержание, художественное решение и техническое оснащение – все это очень важно в раскрытии темы одной из известных выставок. В таком случае, дорогие зрители, давайте вместе посетим временные выставки, которые в настоящее время проходят в Музее искусств. Қазақстан бейнелеу өнеріне 60 жылдары өзінің ерекше шығармашылығымен келген графикші. А в настоящее время проводится выставка в необычном формате, посвященная 80-летию художника-графика Исатая Исабаева, который в 60-е годы прошлого века привнес в изобразительное искусство Казахстана новое веяние. Такие выставки Музей искусств обычно проводят совместно с семьей художника, его наследниками. На этой выставке, чтобы полностью раскрыть творчество художника, выставлены его первые произведения, сохранившиеся до наших дней, а также фотографии, взятые из его мастерской. Сондай-ақ оның жасаған еңбектерінің шеберханасынан қалған тақташалары немесе фотодокументтер осы көрмеге қойылған.
На временной выставке представлены более 80 живописных и графических произведений, взятых из фонда музея имени Костеева, а также из коллекции семьи художника. Исатай Исабаев, как мастер искусства графики, является художником, который представил искусство Казахстана на различных международных выставках. Он создал необычный, неповторимый и индивидуальный язык графики, который дает возможность глубоко раскрыть родную природу и национальный быт казахского народа. Эта выставка художника носит название «Дарю свою душу народу». Несколько залов Музея искусств посвящены современным выставкам. А в этих залах, согласно специально утвержденному плану, наряду с именитыми мастерами кисти проводятся выставки, посвященные творчеству молодых художников. В этот раз один из залов музея был посвящен, как оказалось, творчеству молодого художника Армана Баймуратова. Художник впервые в Музее искусств имени Костеева представил на суд зрителей свою персональную выставку в рамках темы «Жарайсын». Арман Баймуратов өзінің жаңа коллекцияларынан әкеліп ұсынып отырған уақытша көрме. На эту временную выставку были выставлены картины из личной коллекции Армана Баймуратова. В целом на выставке представлены более 40 произведений художника. Работы художника, как свидетельствует художественное повествование, отличаются многообразием и своей исключительностью. На своих холстах он сумел всесторонне показать позитивные и не совсем приятные стороны действительности. На первый взгляд, не совсем заметные в повседневной жизни явления окружающей среды и человеческой сущности. Также в своих работах художник стремится превратить формы в некие символы. Если в некоторых работах он отличается своим неповторимым почерком, то в портретном жанре он показывает недостатки в отдельном человеке, а внутренний мир своих образов он показывает даже с некоторой насмешкой. На этой выставке отсутствуют стереотипы. Используя различные направления, художник сумел показать себя и раскрыть всесторонне. В целом, на сегодняшней выставке Арман Баймуратов раскрыл перед зрителями свой внутренний мир, поделился своими особенными периодами на пути своего творчества. Видов выставок существует множество. На выставках могут выставлять вещи из других музеев, либо из личных коллекций любителей искусства. Вместе с тем проводятся авторские самостоятельные выставки, тематические выставки, выставки хранителей фондов, отчетные выставки. Например, выставка известного коллекционера, художника Азата Акимбека под названием «Атамура» посвящена 25-летию независимости нашей страны. Многочисленные экспонаты еще издали притягивают к себе взор. Здесь выставлены ценные экспонаты XII-XIX веков, которые повествуют о культурной истории казахского народа, его духовном богатстве, ежедневной жизни кочевников, быте, национальном философском воззрении, духовной силе казахов. А вместе с тем здесь нашли свое место произведения мастеров профессионального искусства живописи. Абилхана Костеева, Николая Хлудова, Нагымбека Нурмухамедова, Жанатая Шарденова, Салихиддина Айтбаева. Наши уважаемые гости смогут ознакомиться с коллекцией произведений Ивана Шишкина, находящейся в нашем музее, и из фондов нашего музея. Это 3 прекрасных живописных произведения, то есть 3 картины, также 11 афортов и 1 рисунок пейзажиста. Как вы помните, Иван Шишкин прежде всего воспевал
русскую природу и особенно русский лес. В связи с этим его называли царем леса. Одним из самых известных произведений, написанных в жанре пейзажа замечательным мастером кисти Иваном Шишкиным, является картина «Сосновый бор» Улигова, написанная в 1880 году. Каждый музей хотел бы удовлетворить спрос своих зрителей, любителей искусства. С этой целью музеи проводят различные выставки, организуют специальные выставки из произведений мастеров живописи, чьи имена широко известны во всем мире. А в музее Костеева постоянно проводятся выставки международного уровня. А в этот раз, оказывается, открылась персональная выставка знаменитого российского художника Зарикто Доржиева на тему «История степи». В центре интереса этого бурятского художника именно жизнь бурята-кочевника, его созерцание. И кочевника он понимает как человека, любящего одиночества, любящего созерцания. И показывает в своих работах этого кочевника в различных ипостасях. Поэтому наша выставка называется «Степные истории», где наши посетители могут познакомиться с уникальной культурой Бурятии. Работы бурятского художника Зарикто Доржиева часто выставляются на лучших показах арт-шоу в США, Гонконге, Тайване, Сингапуре и Японии. Зарикто Доржиев работает в монументальной живописи, графике, скульптуре. Кроме того, работает и в кино. Зарикто в 2015 году по приглашению Даши Намдакова подготовил эскизы к фильму Сергея Бодрова «Монгол». А в этом зале в скором будущем состоится временная выставка, посвященная творчеству известного художника, архитектора и философа Сакена Нарынова. А в настоящее время проводится подготовительная работа. Нам повезло, так случилось, что мы познакомились с самим художником, который хлопотал по решению организационных вопросов предстоящей выставки. Это современное направление, но мы не называем его хай-тек, а просто одно из наших задумок, которая, кстати, базируется на традициях. Дело в том, что мы изобразили здесь солнце, а вот здесь огромный водоем в виде луны. И мы хотим сказать, что азиатское искусство как бы лунное, а западное искусство как бы солнечное. Но это просто мифологически. Мы не говорим, что это именно так. И мы провели два сравнения. Эта башня и вот эти все павильоны из современных материалов. Здесь присутствует нанотехнология. Творчество Нарынова всегда интересно своеобразием и научно-художественными поисками. Сегодняшняя юбилейная выставка под названием «Иллюзия и мечта» бесспорно найдет дорогу к сердцам зрителей. Посвящая выставку своей 30-летней профессиональной творческой деятельности, автор представил зрителю свои лучшие произведения. Две работы этой экспозиции вошли в 20-ку самых успешных проектов мира. Один из них – экологически чистый проект жилого дома, который привлекает к себе внимание своей формой, состоящей из древесной целлюлозы или из клеток. Вторая работа посвящена жертвам стихийного бедствия, жесткого цунами, произошедшего в Юго-Восточной Азии. Архитектурные проекты свидетельствуют о том, что автор опирался на самые передовые достижения современной науки.